Якутия – один из самых удивительных регионов не только России, но и мира. Это подтверждают и размеры ее территории, и климатические контрасты, и богатство недр, и неповторимость природных явлений, встречающихся только здесь, на уникальной и богатой земле. Республика Саха-Якутия площадью свыше 3 миллионов квадратных километров занимает почти всю северо-восточную часть азиатского материка, 5-ю часть всей России. Ее территория в 2 раза больше всей Западной Европы. Кроме того, Якутия является еще и самой крупной административно-территориальной единицей в мире. Несмотря на огромную площадь, территория Якутии заселена слабо и неравномерно. Сегодня в республике проживают менее миллиона человек. Средняя плотность населения здесь в десятки раз ниже, чем в европейских регионах России. При этом Якутия считается самым многонациональным регионом, где проживают представители более 140 народов мира. Якутия – самый холодный регион России. Более 40% территории республики находится за полярным кругом, и почти вся территория представляет собой зону вечной мерзлоты. Зимний период здесь длится 9 месяцев. Лето короткое, но может быть очень жарким и засушливым. Это объясняется резко континентальным климатом. На территории республики находится самая холодная точка северного полушария – Аймекон, где был зарегистрирован температурный рекорд в минус 77,8 градусов по Цельсию. Якутия считается единственным местом на Земле, где при таких низких температурах живут и работают люди. Благодаря своим размерам Якутия занимает целых 3 часовых пояса и 4 географических зоны – таежных лесов, тундры, лесотундры и арктической пустыни. Якутия – один из самых богатых территорий России по разнообразию и запасам полезных ископаемых. В ее недрах можно найти всю таблицу Менделеева. Визитной карточкой промышленности Якутии является алмазодобывающая отрасль, объемы которой составляют 25% мировой добычи алмазов. В республике Саха-Якутия накоплен уникальный опыт ведения сельского хозяйства в экстремальных природно-климатических условиях севера. На долю Якутии приходится треть поголовья крупного рогатого скота районов Крайнего Севера. Республика является одним из лидеров по поголовью лошадей и оленей. На вечной мерзлоте, в зоне рискового земледелия, выращивается богатый урожай зерновых, картофеля, овощей. В рамках муниципального устройства республика включает в себе 36 муниципальных образований, 34 муниципальных района и 2 городских округа. В состав муниципальных районов, в свою очередь, входят городские и сельские поселения. Наслеги, общее число которых составляет 409. Столица республики – город Якутск, один из старинных городов Сибири, основанный в 1632 году. В 2017 году Республика Саха-Якутия включилась в реализацию программы поддержки местных инициатив. В этот год в проекте приняли участие 66 наслегов из 5 улусов. Общая стоимость проекта в 2017 году составила 53 миллиона 130 тысяч рублей. В том числе вложения из государственного бюджета Якутии составили 32 миллиона рублей, из местного бюджета – 9 миллионов 200 тысяч рублей, население – 6 миллионов 200 тысяч рублей, также из внебюджетных источников – 5 миллионов 800 тысяч рублей. В 2018 году интерес населения к программе значительно возрос. О своем участии заявили почти все поселения республики. Победителями конкурса признаны 451 заявка из 353 муниципальных образований. Среди победителей преобладали в первую очередь проекты по строительству, реконструкции объектов водо- и теплоснабжения, обустройству спортивных площадок, благоустройству территорий, содержанию дорог. Общая стоимость проектов 2018 года составила 694 миллиона 300 тысяч рублей, из них 500 миллионов рублей из государственного бюджета республики, 105 миллионов 900 тысяч рублей из местных бюджетов, 51 миллион 700 тысяч рублей составили вклад населения, 36 миллионов 600 тысяч рублей – вклад спонсоров. Результаты первых 2 лет реализации программы поддержки местных инициатив показывают, что жители Якутии заинтересованы в решении важных и наболевших проблем поселений. Непосредственное участие населения в выборе и реализации проектов создает благоприятную почву для формирования гражданского общества и укрепления демократических принципов.